Вчера, после того, как по Украине был нанесен ракетный удар, и весь мир увидел очередной раз лицо русизма, ФСБшного терроризма, некий блогер, психолог или еще кто-то там в беседе с экс-боевиком Радко Младича, который вместе, кстати, с тем же Гиркиным воевал в Боснии, товарищу Фейгину, некий Арестович заявил, что это были украинские ПВО, которые сбили эту ракету, но она почему-то не взорвалась в воздухе, и обломки должны были упасть. А сама ракета просто была сбита с курса, видимо, и попала в дом, и после этого взорвалась. Не нужно верить таким заявлениям, верьте официальной информации. Вот что пишет об этом Генеральный штаб Збройных сил Украины. 14 января 2023 года бомбардировщик Ту-23М3 выпустил 5 ракет Х-20 или Х-22. Пусковые запуски были сделаны из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, выпущенная из района Курской области около 15 часов вечера 30 минут 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в Днепре на улицу Набережная Победы. Радиолокационными средствами выявлено примерное место запуска, высоту, скорость полета. Нет никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22. У вооруженных сил Украины нет огневых устройств, способных сбивать этот тип ракет. С начала российской военной агрессии на Украину выпущено более 210 ракет такого типа. Ни одна из них не была сбита средствами ПВО. Вес боевой части Х-22 около 950 кг, максимальная дальность до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Перехватывать данные воздушные цели способны только зенитные ракетные комплексы, которые в будущем могут быть предоставлены Украине западными партнерами. Обращайте внимание на официальные заявления представителей ВВС, Министерства обороны, Генштаба и других отделов ВСУ. Проверяйте любые громкие, в кавычках, сообщения, распространяемые из других источников. Информация – это оружие. Командующий воздушными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Друзья, не верьте. Мы, чеченцы, выиграли в войне, но проиграли вот таким Фейкиным и Арестовичем, то есть ФСБ. Не верьте им.